Добрый день, дорогие подписчики. Меня зовут Наталья, я гид-экскурсовод исторического парка «Россия. Моя история». Приветствуем вас на виртуальной экскурсии, рады, что вы с нами. Итак, сегодня у нас тема, посвященная династии Романовых. Это династия, которая правила нашей страной более чем 300 лет. И так как у нас сегодня довольно сложные условия по причине того, что случилась эпидемия на всей планете, то, соответственно, мы с вами работаем онлайн. И ждем вас на экскурсиях, которые у нас уже после карантина будут проводиться в стенах нашего парка, так что вы можете это все еще лучше увидеть, еще лучше ознакомиться. И, конечно же, ваша покорная слуга всегда к вашим услугам готова с вами работать в этом направлении. Итак, здесь вот у нас, как вы видите, музей отличается от того, что обычно представлено в музейных пространствах, не только нашей страны, а вообще всего мира. То есть это такая инновация, очень новый подход к тому, как показывать историческое знание, чтобы вы с ним знакомились и, конечно же, лучше запоминали. То есть это в первую очередь у нас образовательный проект, который воспитывает патриотизм у молодых граждан нашей страны. То есть это в первую очередь это школьники, это студенты, и непосредственно молодые, взрослые, люди, которые будут создавать нашу Родину в ее несомненном разнообразии и, конечно же, способствовать тому, чтобы она процветала в будущем. Итак, дело в том, что династия Романовых – это вторая династия царская, которая правила на территории нашей страны. И она, конечно, приходит к власти у нас после смуты. То есть это был период довольно сложный. Гражданская война охватила центральную часть нашей страны, а потом удалось огромными усилиями преодолеть этот кризис. То есть весь народ объединился для того, чтобы отторгнуть попытку иностранцев захватить власть на территории нашей Родины. И таким образом имена героев, имена Минина и Пожарского, они прославились в веках. Это были лидеры ополчения, которое изгнало иноверцев из московского Кремля. И таким образом у нас получилась возможность для того, чтобы новая царская династия была избрана. То есть царь Михаил, молодой правитель, он был венчан на царствие в 1613 году. То есть это совершенно такая формальная дата начала династии Романовых. Мы понимаем, что это были люди всегда влиятельные. Старшая родственница царя Михаила, она была супругой Ивана Грозного, Анастасия Романовна. И поэтому ранние Романовы, они себя не только Романовыми могли называть, но также и Михайловыми. Могли называть себя Михайловыми, потому что первым царем рода Романовых был царь Михаил. Да, и вот Петр I иногда в своих документах, он себя как Петр Михайлов записывал. Потом эта традиция, она стала уходить в прошлое, и, несомненно, Романовы, вот эта фамилия, которая была у царской семьи, она стала наиболее ходовой. И таким образом она укрепилась в истории и в историческом знании. Итак, вот здесь вот у нас момент, связанный с расширением территории страны, с тем, как у нас царь Михаил правил. То есть здесь вот вы можете как раз вот ознакомиться, прочитать поподробнее. То есть, к сожалению, экскурсия, она по времени ограничена, поэтому все, что вы можете узнать дополнительно, у нас вот здесь вот обозначено. И да, так как у нас проект очень серьезный, федеральный, то, соответственно, у нас очень разная аудитория. И дело в том, что наш музей, он также, вот эти тексты очень выверенные, исторически грамотные, они могут у нас использоваться как материалы для изучения русского языка и российской истории на всем ее тысячелетнем протяжении. Да, вот здесь вот у нас очень интересный экран, это у нас царь Михаил непосредственно, да, вот. И то, как он у нас правил, да, то есть он у нас правил 32 года, и за это время у нас страна практически полностью сформировалась так, как мы ее знаем. То есть в это время Якутия, наш регион, становится частью российского государства. Да, это, конечно, это очень дискуссионный вопрос, как это все произошло. Дело в том, что, к сожалению огромному, молодое российское государство было в очень сложном демографическом
таком вот положении, потому что ну, вот не зря вот эпидемия – это такая огромная проблема для любой страны, для всего мира. Дело в том, что эпидемии чумы, они привели к тому, что многие люди, они просто-напросто умерли. Смута, она тоже, понятное дело, война, она не способствовала приросту населения, неурожаи, они вызывали голод и, конечно, даже массовое вымирание людей. И у молодого российского государства возник вопрос. Новые подданные нужны, новые подданные, и, соответственно, этими новыми подданными стали жители Якутии. И таким образом в 17 веке Якутия становится частью российского государства, и страна, она формируется такой, какой мы ее знаем. Ну и мы знаем то, что вот российский народ, таким, каким мы его знаем, он в это время у нас формируется. Да? То есть 17 век, то есть окончательное обозначение тех границ традиционных, которые, собственно, и составляют внутреннюю Россию. Дело в том, что, да, российское государство – это самое крупное государство на планете, страна северная, да, то есть наша планета так устроена, то, что вот материк, на котором мы с вами живем, Евразия, она в основном находится в таком вот, ну, северном полушарии. И, конечно же, климат, да, климат, он на территории всей нашей страны практически суровый, да. Ну и как самый суровый образец российского климата, Якутия, она, ну, не только в нашей стране известна, но также и за ее пределами. Ну и сегодня мы знаем то, что на всей планете существует мода, связанная с экстремальным туризмом на территории Российской Федерации, ну и самое главное, в частности, в Якутии, да. То есть мы знаем то, что экстремальный туризм в Якутске, экстремальный туризм непосредственно в арктической части региона, он у нас очень активно развивается сегодня. Итак, ну и наш музей, он, конечно, в этом процессе флагман, потому что, понятное дело, что мы все с вами связаны с прошлым. Наша культура, она, конечно, она основывается на исторической памяти, которая есть у российского народа. Ну и непосредственно вот тот институт, который у нас историческую память у нас укрепляет, показывает, знакомит огромное количество людей с ним, это наш музей. Это наш музей, и поэтому, конечно, у нас очень важный культурологический проект, очень важный культурологический проект, да, и вот если кто смотрел, небольшие у нас были репортажи, связанные с музеем на телевидении. Да, вот то, что касается контента, да, контент того, что представлено в музее. Контент у нас по всей стране примерно одинаковый, за исключением регионального компонента. То есть в Екатеринбурге он будет свой, в Санкт-Петербурге он свой, да, вот если будете в Санкт-Петербурге, я вам очень рекомендую посетить музей «Россия. Моя история», потому что там огромное количество никогда не публиковавшихся ранее архивных материалов. Ну это в первую очередь фотографии. Фотографии, то есть вы можете старинный город узнать. Далее, то, что касается дальнейшего правления, то есть, ну, понятное дело, то, что тогда власть наследовалась по прямой линии, то есть от отца к сыну и к другим детям, ну и непосредственно после царя Михаила царем становится Алексей Михайлович. Алексей Михайлович – это у нас правитель, при котором территория Восточной Украины присоединяется к составу российского государства. Ну, это тоже, конечно, было культурно обусловлено, так как мы знаем, что Восточная Украина – это в первую очередь это православная территория, да, ну и в то время все люди были верующие, вопросы, связанные с религией, они, конечно же, в правлении Алексея Михайловича они очень серьезно обострились. Был церковный раскол, который охватил все православное общество в XVII веке. Да, бунты, они прокатились по территории страны, да, вот Алексея Михайловича вообще называли царем тишайшим, ну, характер был хороший у царя молодого, да, и вот то, что касается у нас бунтажного века, то есть самый крупный бунт, который произошел в то время, это был бунт Степана Разина. Степан Разин, который охватил у нас юг Поволжья, собственно, это уже территории, которые непосредственно к Каспийскому морю примыкают, это Астраханская область современная, да, то есть Степану Разину удается захватить Астраханскую область, то есть укрепиться в Астрахани. И, конечно, дело в том, что
это грозит самой целостности российского государства, потому что Астрахань – это территория сопредельная, непосредственно близлежащая к Ирану, близлежащая к Турции, то есть там издавна была такая вот сильная очень традиция, связанная с этими странами. Ну и непосредственно Степан Разин, вот, ну, не зря в фольклоре это все обозначено, то, что он похищает княжну персидскую. Дело в том, что да, был огромный риск того, что Степан Разин просто отторгнет Астрахань в пользу одного из государств сопредельных. И, конечно же, этот бунт, он был подавлен, и непосредственно огромные силы были затрачены, чтобы эту угрозу ликвидировать. И таким образом, ну, мы знаем, то, что чем закончилась история Степана Разина, то есть сам зачинщик, он был казнен на Болотной площади в Москве, то есть непосредственно в самом сердце нашей столицы. Далее, да, вот церковный раскол. Церковный раскол – это у нас очень серьезная беда, которая охватила страну, то есть протопоп Аввакум, да, это вот, извините, патриарх Никон, да, патриарх Никон. То, что касается патриарха Никона, это непосредственно был руководитель Русской Православной Церкви, который взялся за реформы. Взялся за реформы, и с этого момента у нас, ну, мы знаем, что троеперстие было введено, церковный обряд изменился. И, конечно же, огромное количество людей, которых возглавляет непосредственно протопоп Аввакум, который у нас огромную память о себе оставил, так как он писал свои воспоминания, да, то есть это один из памятников литературы того времени, 17 века. Вот непосредственно протопоп Аввакум у нас возглавляет людей, которых называли старообрядцы. Старообрядцы у нас сохраняют старые обряды до никоновского времени. Конечно, эта ситуация была очень сложная, потому что, как мы говорили, все люди тогда были верующие. И дело в том, что многие из старообрядцев, они мигрируют в арктическую часть страны, они переселяются на территории Сибири, и, конечно же, в то время влияние их, оно очень сильно возросло на территории Якутии. То есть, допустим, село довольно крупное в Нюрбинском районе, которое называется у нас непосредственно Антоновка, да, ну, мы знаем, что это сегодня довольно крупный такой центр. Он был основан старообрядцами, да, как изначально небольшая заимка, то есть, ну, вы понимаете, то, что маленькие вначале были поселения очень, но затем некоторые из них разрастались, да, то есть, как это случилось с Антоновкой, да. Некоторые так и оставались маленькими поселениями, то есть, таким образом, ну, мы знаем то, что Агафья Лыкова, да, Агафья Лыкова, очень известная старообрядка, они так и остались жить вот на маленькой территории в Хакасской тайге, да, Хакасская тайга. Далее, то, что касается политической истории Якутии того времени, да, Мазары Базеков. Мазары Базеков – это у нас предводитель кангаласских якутов. Ну, считайте то, что правитель вот всего региона практически, да, ну, помимо воеводы, да, воевода, как мы знаем, то, что это был губернатор, который непосредственно осуществлял защиту территории в составе российского государства. И вот непосредственно Мазары Базеков, он отправляется у нас с депутацией к царю Федору. Да, дело в том, что царь Алексей, он был дважды женат, и вот, от первого брака у него родился царевич Федор, который непосредственно стал царем, наследовал своему отцу. И вот как раз к царю Федору у нас отправляется с депутацией Мазары Базеков. И вот таким образом окончательно утверждаются взаимоотношения между российским государством и, конечно же, и Якутией в его составе. Дело в том, что Мазары Базеков – это был человек, который, ну, как вы знаете, то, что довольно активный в политическом отношении. Ну и сам царь Федор. Да, царь Федор – это был молодой правитель, который старался общество построить по справедливости. По справедливости, да, и в том числе вот царь Федор у нас отменяет местничество. То есть это была система, при которой определенные должности распределяются в определенных семьях. Да? То есть непосредственно таким образом, ну, мы понимаем, что доступ к государственной службе, он у нас становится более демократичным. Да, более демократичным. Таким образом, монополия отдельных семей на определенные должности, она была ликвидирована. Ну, дело в том, что царь Федор, он, к сожалению, был человеком слабого здоровья, он у нас рано умирает, ну,
от цинги, да, то есть в то время, к сожалению, авитаминоз, он был непосредственно бичом всего российского общества, так как страна у нас северная, и, конечно, витаминов всегда не хватало. Также царь Федор у нас боролся за развитие образования, в том числе он организовал славяно-греко-латинскую академию. Это у нас очень важное образование, то есть почему она так называлась, да? То есть, потому что там изучали то наследие, которое осталось не только от непосредственно российской культуры, да? А также там изучалось наследие античности, поэтому греко-латинское, да? Потому что античность у нас в основном греко-латинская, так как памятники того времени, литературные, научные, они пришли к нам издревле, и писались они на греческом и на латинском языках. Ну и таким образом, конечно, развитие образования, ему был дан мощный импульс. Далее, дело в том, что 17 век – это как раз время расцвета традиционной русской культуры, такой, какой вот мы ее знаем, как вот она в фольклоре у нас обозначена, традиции непосредственно, опять же, быта, они в то время были очень монолитные. Традиции вот русского национального платья, они в то время уже окончательно сформировались, да, вот 17 век, да, и вот то, что касается, да, вот почему тут написано «модники средневековой России», да, дело в том, что российская культура, она так устроена, что, ну, у нас принято вот хорошо одеваться, и, конечно, это был в то время, и сейчас, конечно, нельзя этого отрицать, это был показатель статуса, и, конечно, мода, она была частью тогдашней жизни. И вот здесь вот у нас представлен вот такой вот боярин, очень хорошо одетый, в ткани, иностранные, конечно, да, иностранные, потому что, к сожалению, в то время шелк, дорогие ткани на территории страны не производились еще на тот момент. И вот здесь вот у нас показано то, как в то время люди со статусом одевались в 17 веке, то есть украшения непосредственно. Одежда тогда шилась, ну, она была свободная, да, то есть вот европейское платье, оно отличалось тем, что существовали лекала, а русское платье того времени, оно шилось, ну, как говорилось, на глазок, да, ну, и портные, конечно, они обладали определенными талантами в этом отношении. И вот здесь вот у нас показано то, как в то время у нас были устроены очень важные моменты, связанные с... Ну, то есть это наследие культуры, которое сохранилось с того времени, и сегодня оно тоже есть. Да? То есть в это время у нас мануфактуры тульские развиваются, да? То есть, как вы знаете, то, что тульский пряник – это как один из таких вот, ну, довольно серьезных моментов, связанных с историей культуры, то есть это история питания, того, как у нас люди угощались, да, в то время. Да? Ну и вот то, что нельзя забывать, то, что храмы православные, они у нас очень самобытные, да, ну и непосредственно вот золоченые купола, да, в то время они, конечно, они были символом российской культуры, да, и по сию пору тоже остаются им. Ну и вот, конечно, наука, как мы говорили, она в то время она развивалась, продолжала развиваться. Царь Петр молодой, он очень этим интересовался. Ну и непосредственно, когда царь Петр начинает у нас править единолично, конечно же, у нас импульс для развития науки, он был очень серьезный дан. Очень серьезный, то есть в это время образование, высшее, которое начало развиваться при царе Федоре, оно только укрепляется, ну и, конечно, это был огромный шаг вперед. И как мы знаем, то, что при Петре I была одержана победа над шведским государством на территории вот, современной Прибалтики, на территории непосредственно Ленинградской области. И, конечно, в это время у нас новая столица была основана, город Санкт-Петербург. Город Санкт-Петербург, и все последующие цари династии Романовых будут править оттуда, 1703 года. Ну и вот, как мы знаем, то, что патриаршество, оно было упразднено, церковными делами с того момента стал заниматься Синод, то есть высший светский орган при государе, то есть сама вот система, вот российская культура, она серьезно меняется. Ну, люди все равно продолжают оставаться верующими, об этом забывать нельзя.
И непосредственно обороноспособность нашей Родины укрепляется, то есть в это время у нас армия и флот, они становится опорой боевой мощи и, ну, как тогда говорили, слава русского оружия. Слава русского оружия, она только укрепляется. Далее я ваше внимание хочу обратить на то, что, да, понятное дело, что такие быстрые инновации, они вызывают вопросы серьезные. И в это время у нас появляются стрелецкие бунты. Да? Стрелецкие бунты, стрельцы, они составляли из себя регулярное войско еще московского времени. Да? То есть мы знаем то, что армия во времена Петра I изменилась. Ну и, конечно, стрельцы, они боялись, ну и не зря, да, не зря, конечно, что они просто-напросто потеряют работу, останутся неудел. И, конечно же, они поддерживали царевну Софью, которая предполагалось, что она будет продолжать вот стрелецкую систему. Да? Ну и вот здесь вот у нас портрет. Да? Это у нас портрет непосредственно царя Ивана. Царя Ивана – это соправитель у нас Петра I. Но мы знаем то, что да, у царя Ивана было довольно слабое здоровье, поэтому непосредственно он был человеком, который не мог править единолично, и поэтому сразу два царя изначально были венчаны на царстве, а затем Петр I, он стал вот единоличным правителем. Да, и в 1697 году это происходит. Вот да, 1689 года я оговорилась, да, то есть непосредственно вот такого рода система, она у нас закрепляется. Ну вот Петр I умирает. Петр I умирает, и встает вопрос о престолонаследии. Кто же станет новым правителем? И Верховный Тайный Совет, который возглавляет Александр Данилович Меньшиков, вот он у нас в центре стоит. Дело в том, что он избирает новой царицей Екатерину Алексеевну. Екатерину Алексеевну, дочь Петра I, жену, супругу Петра I, женщину, к сожалению, не обладающую должным образованием, чтобы править единолично. Ну и, конечно, она во всем полагается на Верховный Тайный Совет. Да, и при царице Екатерине у нас импульс, данный при Петре I, он набирает обороты. То есть в это время у нас была открыта Академия наук. Ну и вот мы знаем то, что с того момента у нас застраивается исторический центр города Санкт-Петербурга, ну и непосредственно Академия наук и Кунсткамера, они были там. Далее я ваше внимание обращаю на то, что после Екатерины Алексеевны к власти приходит царь Петр молодой, Петр II, то есть это внук Петра I. Ну, мальчик у нас умирает в 14 лет. В 14 лет от слабого здоровья. Ну, да, в то время, как мы понимаем, то, что антибиотиков не было, лекарств не было серьезных, и царь Петр, он у нас умирает от оспы. От оспы, которая была, конечно, до того, как прививочная система появилась, бичом общества российского. Да, то есть многие тысячи людей, они погибали во время эпидемии. Поэтому сейчас у нас ситуация с коронавирусом такая серьезная, так как мы научены тем горьким опытом, который был и в нашей стране, и во всем мире. Далее, вот я ваше внимание обращаю на то, что после царя Петра II к власти приходит Анна Иоанновна, племянница Петра I, дочь того самого царя Иоанна, соправителя. Дело в том, что Анна Иоанновна, она долго жила за пределами России, она вышла замуж за герцога Курлянского, то есть это территория современной Латвии, и жила там как должствующая герцогиня. Потом она у нас рано овдовела, и просто непосредственно после смерти своего мужа она правила на территории Курляндии единолично. Метава называлась столица, ну а затем Верховный Тайный Совет, о котором мы уже говорили, там, где Меньшиков был уже отстранен от должности, он избирает Анну Иоанновну правительницей. И Анна Иоанновна 10 лет у нас правит, и при ней у нас застраивается исторический центр Санкт-Петербурга, то есть там у нас появляется Петропавловский собор, собор святых Петра и Павла. И затем мы знаем, что это усыпальница всех царей династии Романовых. Ну и вот то, что касается возрождения флота, да, вот здесь это не зря обозначено. Дело в том, что в это время у нас будет отстроено здание Адмиралтейства, и вот мы знаем, что здание Адмиралтейства непосредственно это, ну, можно сказать, что это тот связующий узел, который создает
архитектурный ансамбль города Санкт-Петербурга. Да? Ну, и, попросту говоря, туда вот у нас сходится Невский проспект, да? То есть это вот, можно сказать, что это вот такая вот очень важная составляющая городской структуры. Далее вот я ваше внимание обращаю на то, что Елизавета Петровна, она приходит к власти в результате переворота после смерти Анны Иоанновны. И дело в том, что Елизавета Петровна у нас была дочерью Петра I. Там вот очень серьезные были вопросы к тому, как вот Елизавета Петровна, кем она вообще является, да, потому что вот тоже вопрос был очень серьезный для тех времен, да, когда все люди были верующие, и, конечно же, браки, они были освящены церковью. Да, дело в том, что Елизавета Петровна, она родилась до того, как Петр I и Екатерина Алексеевна обвенчались в церкви, ну и поэтому вопрос о том, может ли она быть настоящей наследницей, он был очень серьезный, да, потому что тогда людей, которые родились вне церковного брака, называли незаконнорожденными. Да, то есть, ну, эта система, она сегодня не существует, к счастью, и непосредственно поэтому вот тогда были вопросы к правлению Елизаветы Петровны. Далее я ваше внимание обращаю на то, что при Елизавете Петровне у нас новые территории на юге страны присоединяются, то есть таким образом территория нашей Родины, она огромный потенциал получает, потому что тогда, конечно, наша страна производит огромное количество зерна. И вот это зерно, оно у нас непосредственно будет производиться на территориях юга страны, то есть это непосредственно и Краснодарский край современный, это непосредственно Ростовская область. И дело в том, что, конечно же, это был огромный шаг вперед в этом отношении. Ну и, как мы сказали, при Елизавете Петровне у нас развиваются ярмарки. Экономика, она получает новый импульс. И дело в том, что, конечно же, наука тоже не стоит на месте. В это время был основан Московский университет. В первую очередь, это была инициатива Ломоносова. Это первый выдающийся ученый, исконный россиянин. Кстати, родился он в Архангельской области, да, то есть это, можно сказать, это субарктическая территория, и поэтому мы можем даже утверждать то, что, ну, образ жизни, который вел Ломоносов в своем детстве, он был похож на тот образ жизни, который вели якутяне того времени. И поэтому я ваше внимание хочу обратить на то, что вам очень рекомендую посмотреть фильм Михаила Ломоносов. И вы увидите там воссоздание быта и того, что очень много было похожих элементов. Ну и чего вот говорить, то что очень многие жители арктической части нашего региона, они непосредственно произошли от крестьян архангельских, от крестьян вологодских, да, то есть об этом забывать нельзя. Далее, после Елизаветы Петровны к власти у нас приходит царь Петр. Царь Петр, к сожалению, правитель, не обладавший большими политическими талантами. Вот он у нас рано умирает, да? Рано умирает, ну, в результате заговора, в результате слабого здоровья, мы точно сказать не можем однозначно. Ну, дело в том, что при Петре III распространяется вот такая вот тяга, интерес к всему прусскому. Да? Ну, мы знаем то, что прусское государство, прусская династия, она в конечном итоге она объединяет Германию, да, объединяет Германию в единое государство, да, и поэтому Петр III, ну, если так вот сказать, можно, он был прусофилом. И вот когда в результате Семилетней войны Елизавета Петровна присоединяет территории Восточной Пруссии к российскому государству, Петр III, он возвращает их обратно императору Фридриху, да, вот здесь вот у нас их портрет, вот непосредственно Петр II обожал прусского короля Фридриха II и непосредственно возвращает ему часть земель, которые были отвоеваны у Пруссии. У Пруссии, как мы знаем, которая стала в это время очень амбициозной династией, да? То есть прусская династия, она стала очень амбициозным, так сказать, вот, политическим образованием того времени. Далее я ваше внимание хочу обратить на то, что Екатерина Алексеевна, да, Екатерина Алексеевна, это у нас правительница, которая стала
руководить нашей страной после смерти Петра III, это его супруга, его вдова. Дело в том, что Екатерина Алексеевна, как мы сказали, она изначально была немецкой герцогиней, то есть вообще просто-напросто в Германии, как мы сказали, в то время было множество королевских домов, ну и вот как раз вот Екатерина Алексеевна, она происходила из одного герцогства, которое называлось в то время Анхальт-Цербс. Анхальт-Цербс, Дармштадт, столица его непосредственно. И в православном крещении принцесса Фредерика стала Екатериной II. Екатериной II. Как мы сказали, то, что при ней наша страна у нас разрастается на юг, то есть русско-турецкие войны к этому приводят. В то время Краснодарский край назывался Екатеринодаром. Екатеринодаром, то есть сейчас вот он называется Краснодаром, так как после революции Октябрьской стало переименовываться единицы государства, образующие в стране. Вот, ну, в то время, да, и все последующее правление Романовых, Краснодарский край в составе Российской Федерации, Российской империи, он будет называться Екатеринодаром, да, Екатеринодарским, и сама столица, она будет называться Екатеринодар, сегодняшний Краснодар. Якутия, да, она тоже в это время не стоит на месте, продолжаются очень интересные политические процессы. Да, огромный шаг вперед был сделан, когда Сафрон Сыранов, это вот наследник Мазары Базекова, о котором мы говорили ранее, он у нас отправляется с депутацией к императрице, вот у нас портрет Сафрона Сыранова, это опять же предводитель кангаласских якутов, и он меняет систему сбора исака, то есть исак – это налог, который платили жители Якутии в царскую казну. Вот тут вот тоже очень интересные моменты, касающиеся вот этих взаимоотношений. Дело в том, что в то время, конечно, меха, они были важным естественным богатством, и основой торговли ими она была основой благополучия экономического нашей Родины. Далее я ваше внимание обращаю на то, что система сбора исака, она меняется в лучшую сторону при Сафроне Сыранове. То есть в это время у нас непосредственно сбор исака, он переводится от воеводы к главам родов якутских, да, то есть таким образом, да, вот эта система, она становится более точной, ну и, конечно, это дает возможность, вот, ну, там какая-то комиссия была определенная, то есть в конечном итоге главы родов начинают у нас скопить вначале материальные богатства, а затем в конечном итоге материальные богатства, они преобразуются в культурные. И, конечно, при Сафроне Сыранове у нас был дан импульс для появления якутской интеллигенции, которая в XIX веке у нас станет очень важным фактором развития не только самой Якутии, но также и всего сибирского региона. Об этом забывать нельзя. То есть у нас, собственно, Сибирь и Якутия в составе российского государства, она развивалась в результате взаимодействия разных национальностей, которые испокон веков живут на территории нашей страны, то есть об этом забывать нельзя, то есть все представители народа российского, это представители коренных национальностей, да, то есть поэтому многонациональный российский народ, это непосредственно это народ коренной для всей территории нашей необъятной Родины. Да. Но тем не менее, возвращаясь обратно к царю Павлу, итак, царь Павел – это у нас сын царя Петра и Екатерины Алексеевны. Ну, там тоже вопросы были серьезные, да, потому что иногда ходили слухи о том, что царь Петр тоже царь Павел тоже человек незаконнорожденный, но тем не менее это был правитель, обладавший политическим талантом. То есть при нем был у нас издан указ о престолонаследии, что в первую очередь царю будет наследовать его старший сын. Для того времени это, конечно, это был прогрессивный фактор, потому что политическая система, она становится более стабильной. Далее, конечно, вера православная, она еще раз укрепляется, да, то есть, как мы знаем, то, что большинство людей, да, и жители Якутии в основном в то время были православными, да. И, конечно же, эта традиция, она была наиболее сильной, да, и Павел просто подтверждает это, когда объявляет православие верой первенствующей.
Вот. И забывать нельзя то, что царь Павел у нас был тем правителем, при котором у нас происходит образование университета имени Герцена. Да? То есть изначально учительская семинария. Ну, это университет, который всегда традиционно был популярный среди выходцев из Якутии. То есть это традиционно очень якутский такой вуз. Не только якутский, но вообще для всех северян, так сказать, вот, очень активно действующий. Да, и вот дело в том, что царь Павел, он погиб в результате заговора, то есть была одна единственная роковая ошибка, когда он попытался дворян вернуть на военную службу. Далее, вот здесь вот у нас интерактивный стол, который у нас показывает военные победы, которые были в то время. Да, и вот здесь вот мы можем даже ознакомиться с тем, какой была форма. Форма у солдат, у офицеров в правлении того или иного правителя. То есть вот здесь вот у нас, да, взятие Измаила, это непосредственно правление Павла I. Да, то есть это во время русско-турецкой войны происходит такого рода события. Да, ну, да, кстати, во время Павла были определенные вопросы к форме государственной военных, потому что там, вот, допустим, там требовался парик. Парик, ну, понятное дело, что в походных условиях это было тяжело, ну и непосредственно, да, то есть это тоже вызывало такое раздражение среди военных. Далее, царю Павлу у нас наследует царь Александр. Царь Александр, ну, его часто называли двуликим Янусом, коронованным Гамлетом, по той простой причине, что это был очень, ну, крайне дипломатичный правитель. И какого-то конкретного ответа «да» или «нет» от царя Александра было добиться невозможно. И дело в том, что при нем у нас меняется система управления страной, то есть появляется Сенат и Государственный совет. Да, ну, мы понимаем, то, что это у нас высшие законодательные органы. Ну и, как мы сказали, то, что у нас появляются министерства, да, то есть это уже исполнительная власть, ее развитие. Крепостное право, к сожалению, оно не было отменено. И вот самое важное, что происходит. При царе Александре была одержана победа над Наполеоном в 1812 году, война отечественная. Да, и вот мы знаем, то, что до революции, до 17 года это был такой вот общенациональный праздник для всех жителей нашей страны, когда непосредственно вот, чествовались победители. И вот у нас вот даже есть вот фотографические памятники, которые касаются того времени, да, ну, более позднего, но тем не менее там у нас указано празднование победы в войне 1812 года. И вот здесь вот у нас, да, хронология событий показана, то есть это правление непосредственно Павла и Александра. То есть в это время у нас также географические открытия были, то есть в это время у нас Антарктида была открыта, потому что, как мы знаем, экспедиции Академии наук, они в то время они были очень важным и исследовательским, и военным фактором, потому что таким образом наша страна, она повышала свою обороноспособность и исследовала свои рубежи, да? Исследовала свои рубежи, и, конечно, это было очень важно. Царю Александру I наследует его младший брат. Да? Ну, вот тоже интересно было, да, то есть тоже, так сказать, вот такая вот интересная очень случайность, биологическая, родовая. Дело в том, что у царя Павла было множество детей, и Александр I, он уже был молодым взрослым, когда родился Николай I, да, то есть его младший брат. Николай I как-то, видимо, интуитивно всегда ощущал, что будет царем, хотя это было неоднозначно. И вообще изначально он получил образование военного инженера, и непосредственно интерес к развитию промышленности у царя Николая был очень серьезный. И при нем у нас были отстроены первые железные дороги. Да, вот здесь вот у нас картинка показана, да, и здесь на интерактивном стенде первая железная дорога, которая из Петербурга в Москву у нас вела. Паровозы были изобретены, вот, да, и, конечно, вот паровозная вот эта вот система, она, конечно, она в то время появилась, но и она существовала, ну, буквально уже до годов так вот, даже точно сказать нельзя, потому что в то время непосредственно вот и в годы Великой Отечественной войны у нас железные дороги, они паровозами, локомотивами у нас управлялись, да, ну, это вот к вопросу о том, что стоит ли
заранее отказываться от очень живучих технологий, да, и вот в том числе вот нашего союза, да, Роскосмос, да, то есть, ну, если смотрите интервью Илона Маска, он иногда об этом говорит, да, то, что система Союз очень старая, да, ну, Илон Маск сам ничего нового не придумывает, не то чтобы коренным образом не создает новые двигатели, да, и это, конечно, вот вопрос к тому, что лучше от таких вот хороших старых технологий, как паровозы, допустим, не отказываться заранее. Вот. Ну, Якутия, она в 19 веке у нас продолжает свое развитие. В это время, как мы сказали, образование у нас развивается, ну, в первую очередь, тогда школы были церковно-приходские, то есть в среде такого вот очень доступного образования для людей. Ну, конечно, система, она менялась очень медленно. Вот вопрос о том, нужно ли человеку быть грамотным, он тогда был серьезный. Да? Ну, вот мы знаем то, что, допустим, у Николая Егоровича Мординова Амачи-Гая, известнейшего писателя советского, якутского, у нас описывается то, что родители главного героя, они изначально не хотели, чтобы он учился, чтобы он обучался грамоте, то есть, ну, просто в среде вот простых людей вот было непонимание того, зачем это нужно, да, и с огромными усилиями удалось родителей уговорить, что это нужно. Ну и, конечно, они не проиграли в конечном итоге, потому что Никита, он, по всей видимости, он делает очень серьезную карьеру уже при советской власти за счет того, что обладает грамотностью. То есть он умеет читать и писать, умеет сразу на двух языках говорить, да, то есть, ну, двуязычие, это, конечно, это такой вот очень важный аспект в нашем регионе. В нашем регионе, то есть традиционная культура, да, то есть социокультурная его особенность, самобытность, отличие. Далее, вот я ваше внимание обращаю на то, что Николаю Первому у нас наследует его сын Александр II. Кстати, вот я хочу сказать вам то, что Александр II был очень интересным правителем. Дело в том, что тогда аристократы обучались путешествовать, да, то есть они узнавали мир. И Александр II у нас перед началом своего правления он отправляется в путешествие, то есть эта традиция, она еще при Петре I появилась, со времен Великого посольства. И дело в том, что затем Александр II у нас разворачивает великие реформы. Великие реформы, то есть Парижский мир, он показал то, что, к сожалению, есть определенные моменты, которые надо менять. Надо менять в стране коренным образом, потому что Крымская война, она, к сожалению, она была проиграна, несмотря на весь героизм, который проявила армия. Ну и в том числе, да, мы знаем, что Лев Толстой, он был ветераном Крымской войны. Вот дело в том, что у нас разворачиваются реформы при Александре II. То есть в это время у нас было отменено крепостное право. Затем военная реформа, она у нас отменяет рекрутскую повинность, которая в те времена уже отжила свое. Появляется система призыва. Ну и вот она с тех времен она существует. Да? То есть вот молодые люди у нас служат. И, конечно же, вот эта вот служба, она появляется во времена Александра II. Но, тем не менее, Александр II он был убит заговорщиками, представителями идеологии народовольчества. То есть это были социалисты, которые выступали за то, чтобы реформы сделать еще более интенсивными, за то, чтобы отменить самодержавие. И вот здесь вот у нас показан портрет Александра II на смертном одре. Да, на смертном одре, то есть он у нас умирает, его убивают террористы. И на месте смерти императора у нас находится храм Спаса на Крови. Храм Спаса на Крови – очень важный элемент архитектуры современного Санкт-Петербурга. Это канал Грибоедова. Да? Канал Грибоедова, то есть непосредственно исторический центр города, имперской столицы. Далее, я в ваше время хочу обратить то, что Александру II наследует Александр Александрович, Александр III. И при Александре III у нас, вот, ну, вы видите то, что территория Российской империи самая огромная на планете. То есть наша страна самое крупное государство мира. Да, и, конечно, она была больше, то есть это непосредственно Средняя Азия и Казахстан, которые у нас при Александре II присоединяются. Они у нас были в то время в составе страны. И непосредственно Прибалтика, она была частью Российской империи, часть Финляндии. Ну и непосредственно, да,
часть Польши восточная, ну и Украина, да, Украина, то есть как вот такие западнославянские территории. Далее я ваше внимание обращаю на то, что здесь вот у нас показана история золотого века русской культуры. То есть в первую очередь это великая литература Толстого, Достоевского и Антона Павловича Чехова. То есть это величайшие писатели нашей планеты. Они создают на основе своих романов философию глубины. Философия глубины, которая, конечно, является великим наследием всего человечества, не только российского государства. Ну и вот Антон Павлович Чехов, вот тут у нас его портрет, это величайший автор короткого рассказа в истории человечества. Величайший автор, то есть, ну и, конечно, драматург выдающийся. Пьесы Чехова, они с огромным успехом идут по всему миру, да, то есть и не только в Москве, но и, конечно, и в Париже, и в Лондоне. То есть это величайшее наследие нашей культуры. Далее я ваше внимание обращаю на то, что Александр III – это у нас непосредственно царь, который у нас расширяет территорию охвата железной дороги. То есть вот не зря вот у нас тут вот про Транссибирскую железнодорожную магистраль. Это самое длинное железнодорожное полотно, которое существует на нашей планете. Вот. Ну, кстати, сейчас у Транссибирской магистрали очень большой туристический потенциал. То есть наша республика, она в составе Российской Федерации является флагманом развития туризма, как внутреннего, так и внешнего. Ну и непосредственно вот у нас сейчас, конечно, ситуация сложная, но тем не менее надеемся, что после карантина туризм у нас начнет еще более интенсивно развиваться, еще больше доходов в бюджет нашей страны приносить. Ну и вот, конечно, Транссибирская железнодорожная магистраль, которая была построена при Александре III, она является очень важным туристическим объектом, то есть и россияне, и иностранцы, ну, в первую очередь, ну, надо сказать, что иностранцы, они ездят по Транссибирской железнодорожной магистрали и знакомятся с нашей страной непосредственно. То есть это такое вот наследие, которое у нас осталось от эпохи Александра III. Ну и вот ваше внимание я хочу обратить на то, что касается политической обстановки, она в это время, конечно, она сложная. То есть террор, он используется социалистами, народовольцами для того, чтобы как-то ускорить реформирование, то есть как-то отменить самодержавие. Ну и вот здесь вот не зря вот показан портрет наиболее активных революционеров того времени. Да, вот здесь вот у нас в том числе Александр Ульянов. Да, Александр Ульянов, то есть это брат Ленина, будущего лидера советского государства. Да, то есть, ну, мы знаем, что за участие в террористической организации он в конечном итоге он был казнен. Да? Он был казнен, хотя матушка Ленина и Александра Ульянова, она у нас непосредственно пыталась просить царя помиловать Александра Ульянова, но, к сожалению, она этого не добилась. Далее, Якутия у нас в это время развивается как промышленный регион, да, то есть в это время у нас развивается добыча золота, то есть это непосредственно территория Бодайбо. Она у нас сопредельная, то есть это пограничье между Иркутской областью и Алекминским районом Республики Саха-Якутия. И вот здесь вот у нас показаны вот те люди, которые приезжают на прииски работать. Да? Ну и, конечно, как мы говорили, то, что там тоже у нас очень важная составляющая – это развитие образования. И вот непосредственно Алексей Елисеевич Кулаковский, виднейший литератор, писатель, который был одним из создателей сахаязычной литературы. Он у нас работал педагогом на золотых приисках Бодайбо, да? Ну и простые люди, они тоже там работали, да, то есть непосредственно артель она создавалась, то есть туда разные люди нанимались и просто шли добывать золото, да, добывать золото. И таким образом, да, так как добыча золота, она становится более интенсивной. При Александре III у нас был, вот здесь вот не зря у нас показаны золотые монеты, золотой монетаризм, да, то есть при министре Витте внутренних дел, да, то есть золотой монетаризм он у нас огромную роль играет.
Далее я хочу ваше внимание обратить на то, что после Золотого века русской культуры у нас начинается Серебряный век. Вот если в Золотом веке русской культуры самой важной литературной формой был роман, то в Серебряном веке русской культуры самой важной формой становится поэзия. То есть это стихи, это верлибры, то есть это поэзия не рифмованная зачастую, а иногда, вот, ну, как мы знаем, то, что более свободно построенная, да, то есть больше склоняющаяся к прозаическим таким вот произведениям, но тем не менее это лирика, это все еще лирика. Ну и вот здесь вот у нас портреты наиболее ярких поэтов того времени, то есть это и Александр Блок, это и Анна Ахматова. И вот что еще очень важно, в это время у нас появляется дизайн как таковой, да, то есть не зря вот здесь у нас говорится о мечтах модерна. То есть дизайн, модернизм, он в это время, конечно, он у нас формируется. Да? Ну, как мы знаем, то, что эта традиция, она появилась изначально в Австрии, в австрийском государстве. Ну и, конечно, в России она получает новый импульс, потому что в это время у нас укрепляется, вот, ну, как тогда говорили, псевдодревнерусский стиль. Псевдодревнерусский стиль, который обращается к наследию архитектурному еще до Петровского времени. Ну и непосредственно вот такой вот очень национально укрепленный модернизм, он в нашей стране развивается в то время. Далее я ваше внимание обращаю на то, что вот после Александра III к власти приходит император Николай II. Николай II это, конечно, это правитель с трагической судьбой. Он разворачивает реформы, то есть в том числе у нас была введена Государственная Дума, манифест 17 октября, то есть это будет у нас парламент, да? Это у нас законодательный совещательный орган при государе-императоре. Но, тем не менее, при Николае II у нас начинается Первая мировая война, которая в конечном итоге она приводит к тому, что, к сожалению, происходят колоссальные изменения. Да? Колоссальные изменения, в конечном итоге Российская империя уходит в прошлое. Хотя, как мы знаем, то, что в правлении Николая II у нас происходит празднование 300-летия дома Романовых. Ну и вот здесь вот у нас памятная медаль. Вот, ну, мы видим, то, что тут у нас царь Михаил и царь Николай, как его прямой наследник, да, вместе. Ну и герб, да, герб, двуглавый орел, который у нас еще в доимперское время появился при при государе Иване III. Вот здесь у нас небольшой фильм, который показывает то, как развивалась Российская империя на момент Первой мировой войны, и в том числе вот та клевета, которая была связана с Распутиным. Да? Ну, вообще, почему Распутин появился? Дело в том, что император и его супруга, они поверили в то, что он может каким-то образом лечить тяжело больного царевича Алексея. Да, вот здесь вот у нас его портрет. Царевич Алексей страдал гемофилией. Это сложное очень генетическое заболевание, несвертываемость крови, унаследованная от матери царевича, да, то есть непосредственно, видимо, какая-то мутация произошла у прабабушки, у королевы Виктории. Ну и непосредственно вот это был такой вот бич королевских семей того времени, королевских, царских, то есть Александра Федоровна, да, она описывала то, что у нее, допустим, кто-то из родственников в раннем детстве умер из-за гемофилии. Лечения тогда не было, то есть оно до начала 21 века, ну, вообще было очень сложное, да. В 70-е годы мы знаем то, что вообще была огромная трагедия, когда вот буквально тысячи гемофиликов, они заболели СПИДом из-за того, что им неправильную сыворотку дали. Вот. Ну и непосредственно, да, а во времена Николая II ситуация была еще более серьезная. Ну и, конечно же, несчастные родители не поверили в Распутина. Ну, Распутин был человек распущенный, и он у нас создавал такой вот плохой ореол вокруг императорской фамилии. В Якутии в это время, как мы знаем, у нас развивается купечество, да, то есть духовная жизнь, она тоже у нас в то время, она не стоит на месте, да, вот в том числе, вот, ну, вот мы знаем то, что
вот непосредственно Алексей Иеромонах, он становится у нас вообще духовником на крейсере «Варяг». То есть это был очень интересный человек такой. Далее, да, купец Барашков, да, то есть это видный меценат того времени, да. Кстати, вот его мельницы у нас вот находятся на территории Булуса, да, то есть находились. То есть в то время, конечно, развитие промышленности, развитие разных сельского хозяйства, оно не стоит на месте. Оно не стоит на месте и, конечно, дает огромный импульс. Ну и в конечном итоге это дает еще возможность для накопления культурных богатств. Ну, в том числе, да, вот в это время у нас Семен Андреевич Новгородов уже на излете имперского времени получает высшее лингвистическое образование. Ну и, конечно, это тоже огромный шаг вперед, потому что в конечном итоге он создает у нас систему письменности на якутском языке. И об этом тоже забывать нельзя. И вот, дорогие экскурсанты, мы с вами поработали, дорогие подписчики, дорогие зрители, мы с вами поработали в зале Романовых. Надеюсь, что вот, у вас появился интерес к истории того времени. И, конечно же, спасибо за ваше внимание, спасибо за то, что вы были с нами. До новых встреч, до завершения карантина. Ждем вас в стенах нашего исторического парка. И, конечно же, хорошего вам дня. До свидания.